таджик с Таджикистана, народный герой Дагестана, президент Международный союз писателей, целитель, автор 55 книг и 20 лекарств. Мне 72 года, но 2 раза был клинической смерть, тяжелой болезни. Так, даже в 20 году двухсторонний плеврит и мочекаменная болезнь. Благодаря я свои знания, свое здоровье поправляю. В мире здоровья людей не бывает. У каждого есть проблемы. Если человек будет знать регулировать, он может жить долго без болезни. Так, я сначала хочу вам давать 3 вопроса. Так. Самый богатый человек кто в этом зале? Руку поднимите. Богатый? Так, второй. Кто хочет жить 100 лет? Руку поднимите. Третий вопрос. Кто занимается очищением кишечника? Делит клизмы. Очистительные клизмы. Очищение, но не клизмы. Один человек. Так, почему я задавал вот эти 3 вопроса? Эти 3 вопроса я уже, наверное, больше 15 лет по всему миру провожу тренинги, где даже коллеги Минздрава, больше 500 человек были, я эти вопросы задавал. Никто руки не поднимает, когда я говорю, кто самый богатый, потому что они все больные. Богатый человек, когда видит, слышит, двигается, разговаривает. Вот это богатство. Богатство не в деньгах. Деньги Конечно. не решают проблемы с вашим здоровьем. Красавица Вера, садись, послушай. Красавица, приду, я приду еще. Ну если кто-то хочет приходить, мы, извините, мы немножко заблудились с этим. Я был вечер поездил Тимур, там объявил улица Правды 3. И сами заблудились, сейчас поехали сначала туда. Сейчас там только есть долголетие. Мы должны были здесь быть половина. Но задержались потом. Простите, доктор, Тахири это фамилия, да? Сейчас скажу. У меня 2 имени есть. Доктор А имя? Мурло Зохор. Мурло это ученый. Зохор дорогоценный. Я дорогоценный ученый. Раньше те люди, которые учились, назвали Мулла. Они в Бухаре читали, в мадресе, все. Мурло, а второй? Мурло Зохор вместе. Второй доктор. У меня, как напишите, доктор Тахири. В интернете очень много информации есть. Так, значит, вопросы, если будет, по ходу. Это вас родители так назвали? Да, от Бога так назвали. Еще фильм посмотрите. Я в Москве очень много, более 30 лет работаю. От покойной Жириновской 2 благодарности, Зуганова знал, вот эта семья Тигачева, 5-кратный чемпион мира Иван Ярыгин. Ну, кто меня знает, я им помогаю, даю нормальные советы, консультации, они долго будут жить. Мы все, как я сказал, ведь кто стар, кто молод, что не живут, темноту одного за другим уйдут. Жизнь дана не навек, как до нас уходили, не уйдем, и за нами все придут другие. И все все равно уйдем, правильно? Никто вечно не будет. Но можно продлить жизнь человека на земле. Вот я сейчас узнал, у вас 78 лет средняя продолжительность жизни в Москве, в Японии 93 года. Я по всему миру выезжаю, где долгожители с ними общаюсь. Как они вот жили 130 лет, 120. Вот год работал в Дагестане. Образ жизни очень большую роль играет. Техника, деньги не решают проблемы со здоровьем. Я сам имел 100 миллионов рублей при Советском Союзе, как Кашпировский ездил по всем регионам Союза, делал сеансы гипноза. На залах были до 2000 человек. По $5, 10 тысяч получается, вот за 20 имел 10 тысяч долларов. Деньги не помогли мне. Наоборот, деньги создают проблемы. И техника. Вот сейчас вы пойдете, давай вот МРТ сделай, УЗИ сделай, все. За сутки меняются параметры анализа человека. И начинают код ставить, что у тебя такой болезнь умираешь. Ладно, второй вопрос возьмем. Так, значит, кто хочет 100 лет жить? Это от нашего подсознания много зависит. Может быть, потом задаете вопросы, что я где учился. Что я учился у самых высоких специалистов в России. Как кардиолог у Чазова был, там был Шварцбай, Мазур, Зайцев. Я под их руководством делал научную работу. Главный психотерапевт Союз был Рожнов, который написал руководство по психотерапии.
Вот благодаря этой учебе я много кое-что в жизни научился, хочу часть своих знаний передать. Так, поэтому те парни, которые я консультирую, даю советы, они меняются образ жизни, они будут долго жить. Вот самый простой пример. Вот маленький брошюре я написал «Жизнь прекрасна, когда мы здоровы». Это стихи, которые здесь про меня написал бывший ректор, один из в Астане, в Казахстане, который за 80 лет. Он готовился к смерти, хотел умереть. Меня пригласили, я его консультировал. Ну, час-полтора мы сидели, у него мышление поменялось, он начал активизировать, и через 3 месяца про меня пишет стихи. Я говорю, вы достойны будете жить, вы должны сами стараться. А если вы готовите, что вот я пенсионер, жену поженил, дочку замуж отдал, все, я подсознание ваш готовится к смерти и умрет. Есть книга Платонова, называется «Слово как физиологический лечебный фактор». Слово на организм человека влияет двояко, и положительный, и отрицательный. Я написал книгу «Мудрость любви», там написал, что словами можно любить, словами можно убить. Поэтому слово очень сильно действует на организм человека. Когда я был заведующий отделением реанимации, вот взял 10 больных, отключил кардиомонитору. В его состоянии гипноза, они расслабились, давление снизу. Там же показывают монитор все, дыхание нормально. Через 20 минут внушал, что у вас несчастье случится. Вроде человек спит, сразу тахикардия идет, давление повышается, все. Это слово вот так действует. Поэтому словами можно много что сделать. Поэтому вот наша цель долго жить, если вы говорите, я 80 лет, я все, это все равно мы все уходим, вы быстро уйдете с этого мира. Я человека сделал 80 раз дефибрилляция. Знаете, что такое дефибрилляция? Сердце останавливается, один электрод сзади, другой прямо на сердце открывается. Человек умер, клинический смерть, заново восстанавливается. Фамилия я до сих пор помню, Старикова называл, его фамилия. И она потом один раз говорит, сыночек, дай мне спокойно умирать. Ну, на чья дежурство, кто умирает, это врач авторитет. Я говорю, я на свою смену не дам, что вы доживете еще все. В общем, если человек себе настраивает, у меня много больных после реанимации восстановились здоровы после инфаркта. Почему я переключился в психотерапию, защитил в Первом Московском институте свою кандидатскую работу в психической реабилитации больных инфарктом миокарда. Потому что раньше у кого инфаркт, бывает, я умру, у меня сейчас одежка, у меня вот такой. А я с ними работаю, я каждый день по ущелью вел, смотрите на дерево, на это общение с природой. Мысль переключался, постепенно работа сердца остановится. Люди, некоторые 30-40 после инфаркта. И люди были, которые принесли инфаркт миокарда 11 раз инфаркт. Сколько? 11. Вот смотрите, вот это мышцы сердца, здесь сильно боли иногда бывает, маленький сосуд закрывается, микроинфаркт. Как монеты 5-копеечные. Если трансмуральный вес мышцы сердца, это тяжело, иногда люди умирают в этих случаях. Я вскрывал более 2000 трупов. Вот я сейчас на вас смотрю, каждому могу сказать, у вас какие проблемы со здоровьем, что есть. Давайте. Человек говорит, ну зачем говорить вам? Я сейчас вас буду учить, что вы долго жить. Я сейчас научу вас, как это сделать. Это насмотренность снимать? А? Насмотренность по профессии? Нет, по профессии вы поздно зашли. Я врач, кардиолог, психотерапевт, фитотерапевт, мануалист, потомок Авиценны. Медицина взято слово Авиценна. Авиценна был таджиком, родился в Бухаре. Где он родился, я чуть-чуть дальше там родился. С одной речки мы пили воду. Я занимаюсь народной медициной, хотя работал, защитился все в области советской медицины. То, что народ миллион летами увидел, это более эффективно. Потому что вот сейчас любой из вас пойдет, и 15-20 тысяч только уйдет у вас на обследование.
А что делала медицина или все? Смотрел на глаза. Если желтушный, проблемы с желчным пузырем, желтуха, там, гепатит, другой. Если алкоголик, вот такие глаза. Ну, сразу же видно по глазам. Если депрессия, вот такой. Если хорошее настроение, вы вот так идете. Так по ногтям, вот так. Нажимайте, отпускайте. Если желтоватого цвета, проблема с желчным пузырем печени. Если синоватая, проблема с легким. Если совсем белая анемия. Простые вещи. Язык посмотрели, язык зеркало органов пищеварения. Все скажет. Курс поддержали, все. За 5 минут я вот здесь диагностику делаю, вот принимаю на Тверская 12, строение 7, травник Гордеев называется. Тверская 12? Да, строение 7. Так, вот так я там диагностику делаю, еще при помощи биолокация. И по рукам. Даю один совет, нормальный, все будет у вас хорошо. И вот в начале прошлого года, в марте, я один генерала консультировал, он, второй человек, заместитель по войне, который в Украине. Он пришел, меня так обследовали, сколько. Я говорю, я тебе за 5 минут сейчас скажу и даю совет, не будешь болеть. Он через 3 дня потом мне говорит, доктор, ты был прав, вот то, что ты советовал, уже мне легче. Я заодно даю советы людям, что должен делать. Так, значит, все будут жить 100 лет. А ну, все, надо поменять свое мышление. А то вот я скоро я же говорю, 2 раза клиническая смерть был, я тяжелые болезни, значит, сотрясение мозга, малярия, все болезни я на себе пробил. Я знал медицину, я сначала заканчивал медучилище, мединститут, аспирантуру, докторантуру. Все этапы прошел. Все равно человек умирает. Правильно? Ну, можно сделать, чтобы хотя 90 лет, 100 лет жил и разговаривал сам за себя, ухаживал. Вот у нас в Таджикистане в прошлом году отметили 100-летие женщину, которая работала в Верховном Совете 100 лет. Я говорю, нажми мои руки. Она говорит, что 220 лет у тебя запас есть впереди. Потому что человек должен ухаживать за себя. Ни один врач вас не лечит, и я тоже не лечу. Я вам даю правильный путь на выздоровление. Вы стоик. Так, третий вопрос, кто занимается очищением кишечника. Вот я поближе вам покажу. Организм человека имеет 2 фильтра. Первый фильтр – это печень. Второй фильтр – почки. Вот пища – это желудок, поджелудочная, это толстый кишечник, это тонкий. Отсюда пища перерабатывается, полуфабрикат поступает в печень. Все крепсы есть. Превращается в энергию, значит, кровь очищается, дается в сердце. Сердце гоняет по всему телу. Китайская медицина и наш опыт все говорит, что если зрение нарушено, сердце больное, надо лечить печень. Если у вас проблемы с позвоночником, суставы болят, это почка, он хорошо не фильтрирует все это. А если вы скажете, дай мне один, вот так я буду здоров, это не получается. Вот поэтому очистить кишечник, сделать клизму, вы научитесь. А то вы скажете, у меня хорошо работает кишечник. Я ровно 30 лет занимаюсь очищением, делаю клизму. Сейчас много тяжелых больных, которые на территории России, я везде работал. И в Сочи, Краснодаре, Красноярске, везде приглашают. Они сказали, тебе надо дать Герой России. Для чего? Я просто научил, как делать клизму. Есть кружка эсмаха, в аптеках продают. Воду прокипятите, оставляйте на высоте 1,5-2 метра, и там шланг наконечник. Так будет наклониться, вводите, вода заходит. Ну, может 300-400 миллилитров выходит. Вот такой надо, 3-5 раз надо делать. Подряд? Через 3-4-5 минут. И 200 грамм вода зашел, обратно выходит. Потом 400-500. Я сейчас вам скажу, потом будете завтра сдавать экзамен все. Почему Россия человек? Да. Надо мертвые врачи не любят. А микрофлора? Ничего не будет. Я сейчас расскажу, потом
Я когда в 94 году работал в Дубае, в одной квартире мы жили один раз с Америки, один с Ирана, один с Дубая. У меня типичный приступ аппендицита. Хотели операцию. У меня была книга Майя Гагуляна «Очищение от организма». Я зашел в 12 часов ночью. В туалет там открыл от крана брызгиватель. Там есть маленькое отверстие. Держал задний проход, вода зашел, я, в общем, покрылся холодным потом, расслабился, такие все. Еще в 2 часа зашел. 6 часов утром зашел, никаких боли, ничего нет. С того момента я начинаю делать клизму, иногда в день 5 раз. Второй пример я вам расскажу. Я когда отсюда опоздал на самолет, летел в Сочи, я год работал в Сочи. И рядом, оказывается, сидел майор ФСП, генерал-майор ФСП. Ну, пообщались, потом говорит: доктор, давай завтра я тебя в ресторан приглашу. Ну, я ему хороший совет и дал. Он меня угостил, ну, коньяк поставил, разные морские продукты. Я морские вообще много не кушал. Ну, 1, 2, 3. На следующий день у меня 2 отеки до колени появились. Я плохо выглядел. Я в эти день 5-7 раз делал очистительную клизму. Активированный уголь 20 таблеток, сода-пыль, сока-пыль. За 2 дня я восстановил. Организм человека восстанавливающий. Вы на себя пробуете. Аллергия на морские продукты или просто вы отравились? Может отравиться, может что-то получится. Вот смотрите, кишечник, я же говорю, 2000 трупов я скрывал, видел что. Вся аллергия от кишечника получается. Кровь всасывается, начинается по кожам выходить. Вот я на территории России всех научил открывать это, садитесь на угол ванны, вода в теплом виде поднимается 50 сантиметров, держите задний проход. Вода заходит, вы уже почувствуете, сразу убираете газ и кал выходит. Опять вот так 3-5 раз нужно держать. Если сегодня вечером сделаете, завтра мне позвоните, скажите спасибо. Почему? У кого давление? У кого давление? Руку поднимите. Вот смотрите, я гипертоник, давление 200 поднимается. За 200 за шкала получается. Почему? Потому что газ. Вот здесь как... Вот газ не собирается, газ не выходит, и давление повышается. Я сразу зашел, держал шланг, раз газ не входит, кал вышел, сразу давление нормализуется. Я уже 30 лет вот эта методика на себе делаю в больнице. Так, поэтому врач, потому что в медицине что нас учили? Вот пневмония, антибиотик, это сделал. Я 2 лекарства разработал здесь на территории России, сейчас фильм покажу. Много онкологических больных выздоровелись, помогал. А Минздрав говорит: нет, у нас своя система, нам не нужна. Они за эту рамку не будут входить перед этим. Вот сейчас я здесь в Москве, у меня с Германией, с Англией люди со мной на связь. Мои методики восстанавливаются их здоровье. Я их не лечу, не держу, я просто даю советы. Насчет клизмы поняли? Понял. А как автор книжки «Очищение организма» вы говорили, прочитали? Гагулян, Майя Гагулян. Майя Гагулян? Да, она сама переболела раком, потом сама себя, она уже хорошо пишет все. Но она пишет тоже про клизмы? Не, очищение пишет, да. Так, вот смотрите, вода дороже золота. Сейчас я сегодня это послушал. Это ваша книжка, да? Это моя книга. В интернете бесплатно есть. Я сидел на метро в профсоюзной научно-медицинской библиотеке, есть 6 лет, чтобы эту книгу написал. Весь мировой литературу искал, внутри что есть. Лично наш президент эту книгу читал. Поэтому поднимает вопросы воды. Без воды вообще жизни нет. Вы что должны делать? Первое лекарство, вот видите, я сразу зашел, начал воду пить. Машина, вот машина, туда заливает бензин, человеку воду. От состава воды зависит продолжительность жизни человека. Если бензин хороший, машина хорошо пойдет. Если плохой бензин, пух начинается. И человек тоже, если хорошая вода, он долго будет жить без болезни. Так, что вы должны делать? Я этой книжке, если до утра с вами буду говорить 10 часов, а сейчас за 5 минут скажу. Утром, как проснулись, в теплом виде надо пить от 200 до 500 мл воды. Почему? До пол-литра.
За ночь утром встали, пошли в туалет, 300-500 мл вода выше. Дыхательные пути, скалами, все выходит. Вода, которая внутри крови есть, уменьшается. Кровь, естественно, спускается. Я как кардиолог раньше больным назначал, что? Что назначал? Антикоагулянты. Значит, кровь, которая разжижает. А я сейчас говорю, пей каждые 2 часа стакан воды. Вот я зашел, я сейчас эту воду до конца допил, еще выпил. А поэтому иногда бывает отрыжка, вроде выпила, а потом какой отрыжка, вроде воздух как-то выходит. Почему Вот это? сейчас эти вопросы меня оставьте. Я сейчас на каждую даю паузу и скажу, что давайте вопрос что. Так, что дальше делать? Ванны, душ, клизма. Поняли? Ванны знаете, как принимать. Солен можно делать 1 неделю содовую ванну, 1 неделю соленую воду. Это от вас зависит. Вы не думайте, я после, когда сюда заходил случайно, познакомился с ними. И 6 женщин сидели, чай пили. Кто был там тогда? Ну, среди вас не знаю. И она меня сказала, вы здоровый человек? Я говорю, я не здоровый человек. Но я себя регулирую. На днях у меня сильные боли на подагре есть у меня. Ну, я начал и чистить, и все то, что нужно сделать. Дополнительно взял соду, просто как мука сделал, смазал. К утру прошли и боли, и отечность. Я многим рекомендую, возьмите лист капусты, чуть-чуть дырочку сделайте, туда засыпайте соду и прикладите на колени. Сода, я когда в реанимации работал, без сознания больных доставляет, мы делали анализ, кислотно-щелочное равновесие. А потом поставили бикарбонат натрия, это сода, капельницу. Через час-два часа люди пришли в себе восстанавливаться. Я дружил с Наумой Вакиным. Кто Наумой Вакин знает? Вы понимаете? Ну, 2-3 человека. Я с ним дружил, домой ходил, много кое-что мы поспорили, от него кое-что научился. Вот поэтому у меня есть лист, называется «Система оздоровления по методике доктора Шахерин». Там чайная ложка соды на 200 мл воды, утром, вечером 15-20 дней надо пить. Каждый квартал. Перекс водород, тоже по 10 капель таким образом. Активированный узбор. Это в моей системе есть. По воде есть вопросы. Вот у вас был маленький ребенок, ночью плачет, и дали соску с водой, успокаивается. Все. Он не может говорить «дай воду». Правильно? Вы сами встаете ночью, обязательно пейте воду. Встали в час ночью, запивайте. Это я на свой практику. Я уже вам сказал, мне 172 года. Помните, да? Помню. Почему 172? 52 раза клиническая смерть 100, а сейчас 72. Так, по воде есть вопрос? Уже давайте я буду отвечать. Вода бывает разная. А? Какую воду Какая пьете? лучше, родниковая или очищенная? Родниковый, если есть родниковый. Вот я, например, имею маленький санаторий в Таджикистане на 30 коек. Он работает сезонно с апреля месяца, там родник есть. Все люди приходят, как Турсковецкий, хорошо чистят почки, давление снижается. Потом там горные речка люди пьют. Это чистая вода, талая вода. Вот я в сентябре был весь Памир, объездил, люди проводил там тренинги. Там чистая вода, воздух, все. Ну, экономически немножко здесь тяжеловато. В Москве где хорошую воду найти? Вы покупаете, вы богатые же люди в Москве. Я богат другими деньгами. Смотрите. Ну, минеральные воды Сейчас уже много обманывают. разные лечебной воды есть, питьевой воды есть, заходите, столовой воды есть. Сейчас в Таджикистане, братья Фурсит, наверное, тоже есть. Несколько родников хороших на территории России А оставляют. можно вот вместо клизма активированный уголь заменять, нет? Нет, нет. Смотрите, вот это ведро мусорное, я пошел выбросить. Если не полоскать, все равно воздух приходит. Я же вам почему говорю, я 2000 трупов вскрывал, когда вскрываешь, там сосуды в каком состоянии, как, что. Это все видеть, их образ жизни, знаю, они что пили, что кушали. Поэтому нужно школьные скамейки, я сейчас Путину тоже написал. Ну, в некоторых регионах уже здесь поддерживают, что школьные скамейки людей учат. Мы много в школах ходили,
Вот так зайдешь, дети, у кого-то зоб, у кого-то анемия, у кого-то гельминтин. А вот профилактические чаи будешь пить, в чаи, 2-3 недели у тебя глисты нету. Зоб нормализуется. Это человек здоровый будет. А если профилактика не будешь делать, завтра инфаркт, инсульт, уже тяжело помогать. У вас есть какие-то свои чаи? Где их можно достать? Так, я... Ну, давайте. Для вас. Я на 5 грамм. Сейчас еще.